Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Всем здравствуйте! В эфире программа «Биргалеп и Реник», программа, в которой мы учим слова на татарском языке. И давайте, наконец, знакомиться с нашими новыми героями и новыми участниками. Сегодня у нас в гостях семья Фархулиных, Диана и ее папа Ильнат. Здравствуйте! И, конечно, Камила Курамшина вместе с мамой Лейсан. Приветствую вас также. Здравствуйте. Диана занимается гимнастикой с 3 лет, и сейчас она является победительницей всероссийских и международных соревнований. Завоевала уже 26 кубков, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва по художественной гимнастике «Приволжанка» у Фирузы Равилевны. Также ходит на хореографию и вокал. Весь день ее расписан по минутам, но она все успевает, потому что ей это очень нравится. И давайте посмотрим выступление на соревнованиях по художественной гимнастике. Прекрасное выступление. Диана, нравится тебе заниматься художественной гимнастикой? Сложно? Нет? А что это самое интересное? Расскажи. Обруч. Обруч? С предметом. С предметом заниматься, да? А как так получилось, что начали заниматься художественной гимнастикой или нет? Ишке штулар алдынан Диана ничектер ошаганда дагын ул канат шпагатка утырып ашыйдыр, өстәл янында утырып ашый белмәйдер. Һәм телевизор караганда да инде кухонный гарнитурга аягын күтәреп карыйдыр. Һәм инде безнең әнисе дә балерина әйтергә кирәк, училищены бетерде. Мин дә биедем бит хәзерге вакытта көнгә кадәр бин ничектер күчкәндер инде бездән, һәм без күрсәтергә бардык. Һәм бер айдан инде безгә сольный номер куйдылар. Һәм ул ярышларга 3 яшьтә 2 айдан йөри башлады. Вот бүгенге кадәр инде ярышлардан кайтып кергәнбез. Но а почему не по твоим стопам? Ты солист группы «Казан», егитләре, певец, человек, которого знает, мне кажется, больше половины нашей России. Ну, почему не по твоим стопам? Я особо не хочу, чтобы она пела. Ничего, почему? Ну, белмим, если честно. А ул җырлый, былай слухы бик яхшы. Инде быел созвездие конкурсында беренче тапкыр без участвовать иттек Диана белән. Беренче тапкыр сәхнәгә менде, һәм инде районныйда ул 2нче урын алды, һәм Казанга үтте. Казанда инде 2нче турда без полуфиналда чыгып калдык. Миңа калса инде беренче тапкырга бик яхшы күрсәткәч. Һәм киләчәктә белмим, бәлки җырлыйбызмы? Будем петь. Да. Кем хочешь стать, Диана, в будущем? Не думал еще? Гимнаст или певец? Космосқа окманнайны кызман. Нет, были у нас и люди, которые в космос захотели лететь. Ну, у нас очень много вариантов, поэтому Дыня Курсатор. Зубным врачом нравится лечить зубки, да? Тамерлану. Тамерлан. Тамерлан — это братишка. Да, братишка. Понятно. Мы желаем тебе больших успехов. Огромное спасибо, что ты сегодня с нами. Продолжаем знакомиться с нашими героями. Камилла очень творческая личность, и все начиналось с хореографии и ансамбля «Реверанс», когда 3-летние малышки в белых бальных пачках покорили жюри своим танцем. В 4 года она пошла на художественную гимнастику, плавание и вокал. Также снималась моделью для детских журналов. В 5 лет она поступила на курсы актерского мастерства в детском театре на Булаке и прекрасно закончила его спектаклем «Буратино», где сыграла роль лисы Алисы. Увлечение гимнастикой переросло в ежедневные тренировки. Камилла серьезно занялась этим видом спорта, который начал приносить ей большие результаты. Конечно, ей пришлось оставить и плавание, ансамбль, и театр, но все эти занятия были прекрасным опытом. И также Камилла увлекается изобразительным искусством, рисует необыкновенно яркие картины. Ее любимое развлечение дома — играть с папой в шашки и домино, печь с мамой торты и блины, устраивать кукольные театры для всей семьи и, конечно, исполнять гимнастические выступления. Камилла, что тебе нравится больше всего? Гимнастика. Гимнастика. А маме помогаешь готовить? Да, вот я сказал, что ты печешь с мамой торты и блины. Помогаешь по хозяйству ей? Да. Убираться помогаешь? А скажи, пожалуйста, вот ты играла роль лисы Алисы. Лиса Алиса, она какая? Ну, какой Она она? очень хитрая. Хитрая? Ты такая же хитрая, как лиса Алиса? Или добрая?
очень добрая. Камиле в театре нравилось очень выступать. Лису она сыграла великолепно. Но мы очень много взяли оттуда актерского мастерства, и нам это понадобилось в гимнастике. Потому что выступить надо не бояться ковра, и выступить с улыбкой, и подать себя красиво. Вот. Но как вы видите ее будущее? Как думаете, кем она станет? Потому что очень много занятий, в принципе, очень близких по духу, потому что все творческие. Ну, я думаю, что все-таки она сама выберет. Петь ей нравится. Ей очень нравится рисовать. И она видит, что она будет художницей, так же, как она хочет быть гимнасткой. Но главный ее выбор пока гимнастика. Она говорит, я буду тренером, гимнастика, олимпийской чемпионкой. То есть вот ее направление. Ну, может быть, и будет петь. Мы не знаем. У нас так все. Кем ты хочешь стать? Иногда художница, иногда гимнастка, иногда певица. Ну, на самом деле, времени еще очень много, поэтому выберешь. Я тебе желаю удачи. И давайте начинать сегодняшнюю программу. Сегодня мы будем говорить о различных праздниках. Бейремнер турнда Селяширдис. В этом туре мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных праздниках. И давайте узнаем, какие праздники мы выбрали для сегодняшней программы. Вопросы мы задаем поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. С какой команды начнем? Камила тянет руку. Камила, внимательно смотрим на экран и пытаемся угадать. Там люблю торт, потому что он такой, бывает разных цветов. Там ребята играют, веселятся. Праздник, когда родился, например, один ребенок. У него мозги большие становятся, и он становится умным. Тебе дергают уши, желают тебе много здоровья и дарят подарки. Так, Камила, что это за праздник, когда мозги становятся больше, и ты становишься умнее, и тебе дарят подарки? День рождения. День рождения. А ты любишь день рождения? Да. Когда у тебя день рождения? 4 июля. 4 июля? Ничего себе. Я принимаю этот ответ, он правильный, я тебя поздравляю. День рождения по-татарски Туганкен. Ну что, продолжаем. Со второй команды внимательно смотрим на экран. Это тот момент, когда дарят холодильники и женщин носят на руках. У женщин в платье пышное белое. И еще, а у мужев есть костюмы черные с бантиками. Там дают обручальные кольца. Там бывает жених и невеста. В этот день рождается новая семья. Кричат горько, горько. Так, Диана, что это за праздник, Это? когда у невест... Свадьба. Свадьба. Я тебя поздравляю, это правильный ответ. Свадьба по-татарски туй. Камила, продолжаем. С тобой внимательно смотрим на экран. Этот праздник бывает зимой. Один год закончился, другой начался. Там елка есть. Приходит Дед Мороз и Снегурочка. Мы рассказываем им стишок, и они дают подарки. Когда под елками лежат подарки, ты загадываешь желание, и можно не спать до 12 часов ночи. Камила, как ты думаешь, что это за праздник? Новый год. Новый год. А что тебе подарил Дедушка Мороз в этом году? Забыл, был давно уже, да? Почти, скоро уж следующий Новый год. Калейдоскоп. А, калейдоскоп. Рассматриваешь его? Да. Это правильный ответ, молодец. Новый год. Янгагел. Именно так это слово звучит на татарском языке. Диана, продолжаем с тобой. Готова? Да, внимательно смотрим. Этот праздник дети любят. В этот день они идут в школу, начинают учебу. Бывает осенью. Там надо принести все необходимое для школы. Это праздник, в котором для многих детей начинается новая жизнь. Но для некоторых не очень веселая. 1 сентября. 1 Бірінші сентября. сентябрь, қызым. А по-другому, как он называется? Бірінші сентябрь. А по-другому? День знаний. День знаний, совершенно верно, это правильный ответ. День знаний Белемкене. На очереди 5-й вопрос. Берите, пожалуйста, в руки ананас, берите яблоко. Пищат они, давайте проверим. Ну-ка, нажмите. Отлично. Прямо сейчас мы посмотрим еще один вопрос. Посмотреть его нужно до конца. После того, как он закончится, кто первым нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Хорошо? Родители могут помогать. Внимательно смотрим на экран. СССР воевал с Германией,
И мы вот в этот день, 9 мая, победили. Там бывают самолеты, военные самолеты, военный танк, военные вертолеты. Это тот день, когда мы всей семьей ходим на бессмертный полк. И каждый год мы вспоминаем наших бабушек и дедушек, которые сражались. О каком же празднике шла речь? Кто первый нажмет? Диана была чуть-чуть быстрее. Диана День была Победы. День Победы. Любишь этот праздник? Ходишь смотреть парад? Не ходила. Не В ходила? деревню поехала. В деревне. И там по телевизору вместе смотрели парад Победы. На самом деле очень важный и нужный праздник. Это правильный ответ. А День Победы по-татарски, я думаю, что все знают, будет Жингуканя. В первом туре с небольшим отрывом пока побеждает Диана вместе с папой Ильнатом. Камил, не расстраивайся, еще целых 2 тура впереди. Я думаю, что еще есть возможность обыграть Диану и выиграть классные подарки от нашей программы. Давай не будем плакать, потому что все еще впереди, а мы продолжаем нашу программу. Мы продолжаем нашу программу, и давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Камила, как будет по-татарски день рождения? Туганкан. Туганкин, верно. Диана, как будет по-татарски свадьба? Той. Туй, молодец. Камила, Новый год. Яна. Яңа ел, бигдрес. Диана, День знаний. Белем кыне. Белем кыне. И, Камила, тебе слово День Победы. Жену кыне. Чингукыне. Большая молодец. Во втором туре нашим участникам предстоит запомнить картинки, которые появятся на экране. На это у вас будет 15 секунд. По истечению времени я буду задавать вам разные вопросы. Готовы? Настроились? Внимательно. Смотрим на экран. Время пошло. Итак, время вышло, мы закрываем картинки. Диана, тебе первый вопрос. Где находится картинка, которая обозначает День Победы? Жингукыне. 7. Точно? Точно. Уверена? Да. Так. Давайте открывать ячейку номер 7. Там действительно находится День Победы. Камилочка, где находится день рождения? Туганкин. 1. 1. Точно? Да? Или нет? Открываем ячейку номер 1. Там находится день рождения. Молодец. Диана, где находится Новый год? Яңа. Дурт. Дуртенши сана стендап под 4 номером. Давайте открывать номер 4. Там находится Новый год. Любишь Новый год? Я тоже очень люблю. Камила, скажи, пожалуйста, где находится картинка, которая обозначает свадьбу? Туй. 5. Ячейка номер 5, причем подсказывает Диана. Давайте открывать ячейку номер 5. Открываем, и там мы видим свадьбу. Молодец. 5-й вопрос на очереди. Берем игрушки в руки. Как только я его задам, кто первый нажмет, это будет отвечать. Камила готова? Диана готова? Внимание, вопрос. В какой ячейке находится картинка, которая обозначает праздник День знаний? Белемкине. Камила была быстрее на этот раз. Камила. Вроде бы 3. Да, 3. Вроде бы или точно? Лисан, помогайте. Наверное, точно. Открываем ячейку номер 3. Там находится День знаний. Молодец. Итоги после второго тура вы видите на своих экранах, а мы готовы продолжать учить татарский язык вместе с программой «Бергаляп и Ряник». В эфире программа «Бергаляп и Ряник». Давайте еще раз вспомним слова, которые мы сегодня выучили. День рождения – Туганкин. Свадьба – Туй. Новый год – Яңа. День знаний – Белемкине. День победы – Жингукине. В третьем туре наших участников ждут ребусы. Ребусов будет 2. Они будут появляться по очереди, поэтому как только вы увидите 3 картинки и поймете, что это за слово, смело нажимайте на игрушку, а чтобы на нее нажать, нужно ее, во-первых, сначала в руки взять, подготовиться. Родители, помогайте. Как только вы поймете, о чем идет речь, сразу нажимайте, я вам дам право ответа. Готовы? Да. Внимательно смотрим первый ребус. Камила была быстрее. Давай. День свадьба. Свадьба. Это неправильный ответ. Диана. Белемкине. Белемкине.
Почему? Почему День знаний? Ну, чөнки монда ачкыч белән ачып керәсең, букетны укытучыга тоттырасың, чәчәкне исеңсең дә кайтып китәсең. Диана, ты поняла, что папа сказал? Это твоя инструкция на 1 сентября. Син өйрәтәм, кызым. Да. Ключом действительно открывают дверь. Это ключ к знаниям. Цветы мы дарим нашим любимым учителям. Ну и, конечно, это колокольчик, наш первый школьный звонок. Это правильный ответ. Я вас поздравляю. Это действительно День знаний. Белемкине. Еще один ребус на очереди. Я думаю, что наши команды уже готовы нажимать на игрушки, отвечать первыми. Итак, внимание на экран. Ребус. Какое это слово? Камила в этот раз тоже была быстрее. Камила, как ты думаешь, что это за слово? Что это за праздник? День Победы. День Победы. Почему? Подождите, рано аплодировать. Почему? Потому что вечный огонь. Так, а еще? Салют И? лента. Значит, твой ответ? Праздник? Ну, какой праздник ты сейчас День назвал? Победы. День Победы. Это правильный ответ. Я тебя поздравляю. Ты умница. А ты расстраивалась. Вот видишь как. Нажала, ответила правильно, заработала 1 балл и начала улыбаться. Это очень здорово. Ну что, друзья, пора подводить итоги нашей игры. Но я думаю, что неважно, кто победил, кто проиграл. А сегодня нет проигравших, потому что победила дружба. Я вас поздравляю. А самое главное, это то, что мы выучили новые слова на татарском языке. И, конечно, всем участникам сегодняшней программы мы дарим подарки. Сегодня нашим участникам мы дарим кружки с логотипом телеканала Шаян ТВ. Я думаю, что из этих кружек вы будете пить вкусный чай, кофе, лимонад и вспоминать нашу сегодняшнюю встречу. Мы ждем вас в гости. Родители, давайте поаплодируем нашим девчонкам. Они большие молодцы. Но, к сожалению, всегда приходит такой грустный момент, когда нам нужно прощаться. И сегодняшняя программа, к сожалению, подошла к концу. На сегодня мы прощаемся. Пока-пока.